Начинаем новый день. Это последний день, буквально последние часы пребывания в санатории. Сходили на завтрак, покушали. Сейчас буквально еще чуть-чуть, часик, соберемся и поедем домой. Сначала в Уфу. Там мы проведем 2 полных дня. И потом уже полетим в Санкт-Петербург. Всем желаю хорошего начала дня, хорошего настроения. Что ж, всем привет! Сегодня последний день в санатории. Мы только что позавтракали, соберемся сейчас до конца и уже поедем. Хочется подвести итоги, рассказать о своих впечатлениях под конец. И, в принципе, впечатлений много и все хорошие. Было достаточно много разных процедур, все понравились, в принципе. Было приятно, что не назначали процедуры от балды, в том смысле, что некоторые процедуры реально имеют противопоказания, и здесь об этом не забывают, что здесь реальные хорошие врачи, которые, если что, помогут, с учетом того, что мы все немножечко переболели, лично мне помогли. Вот. Хотя у ребят была большая аптечка, и ребята справились сами, плюс-минус. О чем еще хочется упомянуть? Ну, естественно, о прекрасной природе. Не знаю, слышно ли вам шум воды, наверное, нет, но на половине территории шум воды очень-очень слышен, он прям умиротворяет, и вообще в любой момент можно выйти к реке, посмотреть на эту гладь, если нет дождя, или посмотреть на туман в горах. Это очень успокаивает, тем более людей из города. Я прям покайфовала. Конечно же, животные, енотики, белочки, кролики. Всех очень приятно наблюдать. Забавно, что они действительно сделали несколько вольерчиков. Ребята рассказали, что 2 года назад были только белочки. Вот. Видимо, всем очень понравилось наблюдать за милыми животными. Ну и о чем я еще не сказала? Еда очень вкусная. Все прекрасно, просто диетическая еда, вкусная, замечательная, просто фантастическая. Наверное, на этом все. Очень жалко отсюда уезжать. Хочется вернуться. Правда, неизвестно, когда это произойдет. Но обязательно произойдет, я надеюсь. Всем пока. Здесь Табиб. А вон там живут кролики. А сюда Катя ходила на ЛФК. А там лечебный корпус. Мы будем скучать. Обязательно. В следующий раз, когда приедем, здесь уже вот будет достроен какой-то переход между корпусами 1 и 2. Там лечебно-диагностический корпус. Бассейн зелененьким светится. Вот этот. А вот там живут енотики. Там их домик стоит. Енотики, к сожалению, вчера спали. Даже вечером спали. Можем сейчас дойти до них посмотреть. Но они, мне кажется, по-прежнему спят, да? Да. 4 мохнатые жопки. Везде кормушечки для белок, для птичек.
Ну да. Енотики спят. Все на том же месте. Верхняя полочка. И вот 4 енотика. Вот такой он прекрасный карагай. В следующий раз обязательно поедем не на 7 дней, наверное, на 12, чтобы полноценная неделя. И потом еще с понедельника по пятницу пройти еще 5-дневный курс лечения, процедур всех, чтобы получилось, в общем-то, все хорошо. В 2 раза больше в следующий раз поедем. Обязательно. Потому что 7 дней это мало. Оказалось, что да. Как раз приехал автобус со всеми медсестрами, со всеми врачами. Сейчас у всех уже начнутся процедуры. Ну, с 9. Сейчас сколько у нас время? Половина 9. Ну, как раз через полчаса начала всех процедур. Вот. А у нас, Катя, никаких процедур не будет. Мы сядем в машинку и поедем в Уфу. До следующего включения. Ну что, вот мы и собрались. Ждем, когда за нами приедет вот эта машина. Сейчас она забирает одних и потом заезжает за нами. Увозит. Прекрасное место. Обязательно сюда вернемся еще. Если нас, конечно, ребята позовут еще с ними поехать. Вот. Как тебе, Катя? Ну, что я могу сказать? Хорошо. Хорошо. Чувствуешь Отлично. себя хорошо? Замечательно. Отдохнувшая. Просравшиеся и проблевавшиеся. Да, сейчас выйдем. Ну вот мы уже куда-то приехали в Челябинской области. Сейчас пойдем смотреть. Леса, красота. Здесь уже более влажно и более прохладно, нежели там, где мы отдыхали. Ну и чуть повыше немножечко. Ох ты, какой вид! Сейчас вам покажу. Красота! Чё, Кать, как тебе нравится? Ну-ка, пойдем туда, вот на край встанем. Ой, как скользко тут. Не упасть бы. Ох. Лёш, пожалуйста, не упади. Я постараюсь. Вот такая вот красота тут. Красота. Ну-ка, давайте посмотрим вниз. Ну
да, высоковато. Пойдет. Красота. Надо туда. А, ну да, там далеко. Че, можешь сюда поближе? Не подходи ко мне. Здесь везде так, понимаешь? Че, икру дают, нет? Ну, они киргизы весной, спасают. весной? Нет, весной все. Будет 200 килограмм икры. Вот с этого садка будет 200 килограмм икры. То есть она полностью себя окупит. Окупает Да. полностью, считай. Вот, видишь, вот пошла хорошая. Вот. Мгм. Прям сейчас каждая уже полкилограмм, 700 икры, вот каждой рыбки. Это тот же короче, тогда был? Да, да. Понюхай его, я тебе говорю, это к пиву снеки просто. Да, вот Ну, посолиднее. Вот так поближе, вот даже вот поближе, просто. Да я Это- понюхал, да, но это рыба. Из красной рыбы сделано, блядь. Просто из этой же рыбы, можно сказать. Мгм. Ну, из лосося там даже, из другой. Ну, блин, сейчас не видно. Ну, давайте, если снимаешь, давай я сейчас садок подыму. Я же давно не подымал. Сейчас увидишь, на самом деле, что это. Он же 4 метра глубина. Хотя бы одну половинку сейчас подыму, чтобы понятно. А ее уже видно, Ее да. уже видно. Ну, сейчас они же очкуют, все равно они сейчас будут взбиваться к вам. Ну, единственное, что вода сейчас помутнее будет, что они кипишевать сейчас начнут. Ну да. Бля, он дохлая даже. Вот, Да, да. пузико торчит. за все лето ни одна не умерла. Вот первая, наверное. От чего они могут умереть? Да хер его знает. Ну, как люди, все равно же что-то есть. Вот сейчас, смотрите, сейчас, сейчас видно. даже... Мгм. Вот здесь. Так да, видно. Да. Вау. Бля, Да, кстати, не кипиш, жрут, ничего бля, себе. корма сколько. Вот сейчас, короче, будет пиздец. Если еще чуть повыше, Вау. потом... И вот там даже восьмерок можно сейчас увидеть. Мгм. Они на дне, да, сидят? Но вот это надо достать до... Офигеть размер. Всего, даже большая часть вот здесь. Да, конечно, вон они. Бля, они даже не дают поднять. А, и с той стороны? Да. А, Вот там вот почистили. Ого, какие там здоровые. какие они огромные. Вышло. Офигеть какие. Какие у них бока розовые красивые. Мгм. Ну они вот когда перегрелись, там становятся красивые. Всем доброе утро. Мы в Уфе. Проснулись, позавтракали. Сейчас поедем в центр, а потом на хоккей. Как вам спалось, Катя? Замечательно. Свежий Понравилось? воздух. Да. Вокруг уже такая осень. Аж вспоминаются песни ДДТ. Но приятность заключается в том, что нет ветра. Ветра? В Питере это редкость, поэтому мы наслаждаемся погодой. Да, и еще сегодня нет дождя. Вчера вечером мы въезжали в Уфу, был дождик. Вечером ходили ночью в баню, тоже был дождик. А сейчас его нет, и все прекрасно. Все, всем хорошего начала дня. Уфа!
Интересно тут стало. Красота. Шо, как вам Уфа? Красота. Красота? Только коня убрали. Коня убрали, да. Главного коня. Как без коня? Все, я понял. Я встал. А я тоже Лешу нашел. О, я Катю нашел. Мы тут тоже не местные. Впечатляет вас? Да, прикольно. Не После ожидала. Питера-то, да? У нас тут таких пространств вообще нет. Не, ни на Гороховой, ни на Садовой. Севкабель. Ни в Севкабеле, не существует. нет. Ну, нет, все равно не ожидаешь в Уфе увидеть такое пространство. Просто не ожидаешь. Хотя я и не искала никаких пространств. Может, если поискать, оно сразу выпадает. Продолжаем наблюдать за Уфой. И пойдем, сходим вон тудой. Интересненько, интересненько, да. Масштабно. Прям не хуже, чем в Питере у нас. Какие-то там цветные контейнеры, переходы. Там где-то 3D-модель. Пойдем посмотрим. Мы только вывеску видим. Мы пришли посмотреть на 3D макет Уфы. И это просто, мне кажется, грандиозно. Сейчас я вам покажу.
Все очень, конечно, мелковато, но попробую приблизить. Все очень подробненько. Мы сейчас с вами... Ой, что-то я снимаю какую-то ерунду. Мы сейчас находимся вот в той части Уфы. Сейчас поближе покажу. Здесь? Я что ж сначала Еще высыпаемся, как дела? никакого? Ой, на какие! Итак, мы приехали на хоккей. Шарфик уже куплен. Сейчас пройдемся по арене и начнем болеть за Салавата. Сегодня мы будем болеть за хозяев, а не за гостей. Если будет что-то еще интересное, обязательно все вам покажем. Пойдешь?
Прикольно, прикольно. Тут как? Тебе нравится, Катенька? Катенька сказала да. Кате нравится. Ну все, идемте наверх на наше место. Туда. Это кубки, да? Пойдем здесь. Такая советская квартирочка. Александр Суворов. Номер 43 Евгений Кулик. Номер 57 Роман Корби. Номер 65 Владислав Ефремов. Приглашается команда Локомотив Ярослава. Господа, стартовый состав команды Савелая Буква! 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Звучат государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан.
Представляем арбитром сегодняшнего матча. Новых традиций. Защитник башкирских хуи, который не отдаст ради славного хоккейного поединка. Батыр и Салавата Елаева. Даже специфики для устроения команды проводятся отмечать сегодня известные. Давай! Уфа! 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 Что, как, Екатерина, ваше мнение по поводу игры? Что-что? Каково ваше мнение по поводу игры? Каково? Таково и больше никакого. Ужасно. Но динамично. Проигрываем 1-4. Вот как-то так. Как-то все вот так. Это сила Батыра, слово поэта, воина жизни, в разных концах огромного мира, твоих почитателей просто не счесть. И в моем веке зеленом сердце я раскатал твоих радость побед, и я знаю, если мы будем вместе, то для тебя невозможного нет. Ну что, подводя итоги, мы, в принципе, удовлетворены тем, что сходили на хоккей, посмотрели новую арену, посмотрели новые команды, покричали, выплеснули эмоции. Но итог игры, конечно, Расстраивает. да. Мы шли за победой, мы шли, ну, хотя бы за равной борьбой, а это получилось просто боль и унижение. К сожалению, все моменты, которые Салават создавал, он сам же и упускал. Все, дальше продолжаем двигаться по Уфе. Сегодня последний наш день отпуска. С утра мы встали, прогулялись немножко по Уфе, поехали к моему преподавателю Марку Антушу. Очень хорошо посидели, пообщались, обедали. У нас угостил кофе, послушали музыку на его виниловой аудиосистеме. Просто чудесно. Никаких записей я не делал, потому что это такое прям очень личное, очень теплое было. И это останется только здесь, в сердце, в душе. Вот. Сейчас уже находимся в аэропорту. Ждем вылета, буквально там через 40-45 минут мы вылетаем. Сидит Катя. Вот. И, ну, ждем, когда дадут нам самолет. Пока людей немного, все хорошо. Вот. Наверное, еще включимся в Питере по прилету. Ну и на этом
Наши башкирские каникулы заканчиваются. Это точно последняя серия. Завтра уже начинаются будни. Такие вот у нас выдались деньки. Все, до встречи. Все, мы прилетели домой. В нашем родном любимом лифте едем. Ты рада? Ой, очень. А знаешь, кто будет еще больше всех рад? Джерри. Сейчас мы встретим его. Все, заканчивается сегодняшний день, заканчивается наш отпуск, наши башкирские каникулы. Все, последние минутки. А завтра будни. Немножко не трудовые. Завтра праздник, но это будут будни. Идем встречать Джерри. Привет, мой сладенький. Здрасте. Кто тут такой? Кто тут такой? Кто тут? Кто заждался? Кто по нам соскучился? О, Привет, привет. Чем пахнет Джерри? Ну что ты? Все свои, все дома. Все, вот мы и дома. Ну, сейчас чаечек попьем, наверное, и будем ложиться спать. Не надо сюда. Ну что, все, мы разделись, переоделись. Джерри всех облизал. Вот так заканчиваются наши выходные, так заканчиваются наши башкирские каникулы. Завтра день народного единства, завтра выходной. Мы его проведем на хоккее. А сегодня всем спокойной ночи, всем добрых снов. Пока.